Где, как ни в Абхазии, много исторических зданий и памятников архитектуры. Осуществить художественную подсветку в ночное время суток древних храмов. Такую задачу поставили перед собой финалисты и победители конкурса «Команда Абхазии». В рамках реализованного проекта «Свет культуры в каждом штрихе» были подсвечены Бедийский, Пакуашский и Моквский храмы. Первым объектом из тех, где мы смогли осуществить такую художественную подсветку, стал храм в селе Моква. Удалось на некие сэкономленные средства реализовать художественную подсветку храма в селе Пакуаш. Это храм с большой историей. Храм небольшой, но, на мой взгляд, получилось неплохо. Самое главное, что мы успели реализовать в текущем году, большую работу, связанную с художественной подсветкой храма в селе Бедия. Да, знаменитый наш Бедийский храм, который виден с разных сторон, сдалека. И мне кажется, такая работа, такая подсветка, это, конечно, первый шаг на пути к восстановлению этого храма, но, тем не менее, первый шаг значимый, на мой взгляд, он сделан. И сделан он инициативными молодыми людьми. Инициатива поддержана президентом, и команда Абхазии дальше будет реализовывать подобные проекты. Данный проект был презентован президенту страны Бадри Гунба, который, в свою очередь, поддержал инициативу создания художественной подсветки исторических зданий. В реализации проекта помощь оказал первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко. В рамках образовательной программы конкурса «Команды Абхазия» был презентован проект «Свет культуры в каждом штрихе», в рамках которого мы собирались и уже реализовали художественное оформление стен и художественная подсветка зданий историко-культурного наследия. Большинство зданий уже подсвечено. Те, которые мы не успели, обязательно в начале следующего года все будет завершено. Изначально проект «Свет культуры в каждом штрихе» был направлен на подсвечивание значимых комплексных объектов, но после многочисленных отзывов и обращений жителей сел, где имеются храмы, было решено пересмотреть первоначальный план. Выходцы из названных сел отметили значимость данного проекта. В Абхазии много сел, но не в каждом селе есть храмы, тем более поддающиеся, готовые к восстановлению. И вот в селе Пакуаш есть такой храм, и выходцы и жители села начали этот процесс. Очень большое количество людей подключилось к нему, и организаций тоже. На сегодняшний день выполнено порядка 40-50% восстановительных работ. К примеру, мы уже полностью восстановили часовню, купили колокол, повесили колокол. И отдельно хотел бы поблагодарить Георгия Габуния и команду Абхазии за то, что они проявили инициативу и оказали поддержку в освещении внешнего фасада храма. Эта картинка радует глаз жителей города Пакуаш. Спасибо им большое. Начало восстановления храма святого Георгия Победоносца в селе Пакуаш – это не только акт возрождения духовной святыни, но и живой памятник национальному единству, мужеству и памяти предков. Проект символизирует связь времен и объединяет память о прошлых поколениях и созидательную энергию ныне живущих молодых людей в нашей стране. В рамках проекта также был подсвечен Дом культуры в городе Гал. У финалистов команды Абхазии еще много планов. К примеру, подсветить храмовый комплекс в Пицунде, Гудаутский железнодорожный вокзал и несколько объектов в Сухуми. Нала Чхиндерия, Милана Агрыба, Ильдар Дамиров, Абхазское телевидение.